Современная гимназия начала свою работу в сентябре 2021 года. Самые старшие учащиеся на тот момент стали новоиспеченные ученики 10 класса, которые пришли с разных школ после окончания основного общего образования. Сегодня эти ребята – первые выпускники гимназии. Я был на линейке в честь открытия гимназии 1 сентября. Пришел сюда раньше остальных, где-то за неделю, что ли. Впервые, когда увидел гимназию, было, конечно же, волнение. Она тогда казалась еще огромной, прям неизведанной, что ли. А сейчас, прям уютная, комфортная, маленькая, как, не знаю, комната твоя, что ли. Всего в школе 65 одиннадцатиклассников. У каждого индивидуальный план обучения с основным упором на изучение выбранного предмета для сдачи ЕГЭ. К экзамену учащихся готовят высококвалифицированные педагоги. Одним из таких является Александр Дьячковский, учитель истории и обществознания. В прошлом году под его наставничеством выпускница 5-й школы сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Поэтому, несмотря на значительные изменения в экзамене по истории, ученики чувствуют себя уверенно. В этом году прибавилось количество заданий о Великой Отечественной войне. Великая Отечественная война, она все-таки тоже там уже есть какие-то даты определенные, которые нужно знать. И мы знаем, какая информация может встретиться, поэтому нету каких-то трудностей при подготовке. Понятно, к чему готовиться, понятно, что будет на экзамене. И мне кажется, что хорошо, что добавили больше заданий на Великую Отечественную войну, так как мы должны знать историю своей страны. И это такое знаменательное событие в нашей истории, которое действительно стоит знать. Новшество современной гимназии – обучение учащихся по концепции глобального образования, которое позволяет получить теоретические и практические знания и навыки, необходимые для жизни в быстро меняющихся условиях. Так, со следующего учебного года в общеобразовательную программу гимназии войдет урок по изучению китайского языка. Это стало возможным в рамках трехстороннего соглашения между СВФУ, гимназией и экспериментальной средней школы города Чжанчжоу. Внимание всего мира, оно смещается на восток, и оно сейчас все более, так скажем, скорость этого направления, оно ускоряется. И, конечно, если в перспективе наши учащиеся будут поступать в китайские вузы, то это будет таким неким хорошим, прагматичным шагом на будущее для молодого поколения. Также в гимназии ведется экологическое воспитание школьников. В начальных классах преподается урок «Планета Земля». На постоянной основе проводятся акции по сбору пластика и батареек. А вот сейчас идет акция «Сдай использованную батарейку». И мы каждый раз дети приносят свои батарейки, и мы вместе вкладываем вот сюда в урну. Сейчас идет у нас акция «Собери пластик». И из этого пластика мы должны уже сделать экологическую скамейку. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.